Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости на сегодняшний день. Вчера проведена операция нашему Алтаю. Да, вот. С Алтаюшком мы собрались на операцию. Да, Алтаюшка? Шишка у него на шее. Ждем, когда нам тут постелят. Все, можно. Все, можно, да, нам? Разрешили, Алтаюшка. Давай, прыгай. Алтаюшка, Он знает. давай, прыгай. Алтай, давай. Ко мне. Давай. 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 Давай, прыгай. Вперед, давай, все, едем. Все, я тебя подладил давно. Вперед. Разворачивай. Стоять, снимаешь поводок. Ну что, пошли? Да? Давай, дверку открываем. Нет, вот здесь дверка. Вот она, дверка. Здравствуйте. Расскажите, вы с кем? Мы с Алтаем приехали на операцию. Да. Ну что тебе нужно? Что мы хорошие? Какие мы активные. Вчера нашему Алтаю сделали операцию. Операция очень сложная, длилась 3 часа. Опухоль большая, вросла в сложные участки шеи. Да, не затронула щитовидку и сонную артерию, но от этого не легче. Вросла в слюнные железы, а они рядом с лимфоузлами. Рядом еще и нерв, который соединяет сердце с мозгом. Миндалины в гортани тоже воспалены. Очень сложные переплетения участков шеи. Новообразование лежало на блуждающем нерве. И была кратковременная остановка сердца на 1,5 минуты. Сердце запустили, и удаление опухоли продолжилось. Искусственная вентиляция легких. Миндалина в горле также воспалена, и тоже материал от нее отвезли на гистологию. В общем, ждать гистологию всего удаленного дней 10. Вот своими словами как-то так. Сейчас Алтай в послеоперационной под сильными обезболивающими. Отходит от наркоза. Тревожно за него. Пока капельницы и реабилитация несколько дней в стационаре. Наш котик Фил. Состояние его ухудшалось с каждым часом, и он умирал. Смотреть на это было невозможно. Друзья, мы решили не смотреть на то, как он умирает, а бежать в ближайшую клинику, в обычную, не навороченную, и что-то все-таки предпринять. Ваша помощь позволила нам отвезти его и оплатить клинику, и там начались круглосуточные капельницы.
вы знаете, чудо случилось. Он ожил, он начал есть, он встал на ноги, он ест и пьет. Вы представляете, какое чудо? Нам главное его сейчас стабилизировать. А дальше мы будем просто ему делать инсулин. Этому предстоит научиться, чтобы дозы соблюсти и чтобы вовремя не опоздать по времени, как-то договариваться с передержкой, которая на работе и не в каждый час может быть дома. Ну, в общем, что-то будем делать, но мы хотим, чтобы он жил. Ой, даже не верится. Не верится, и в то же время так как-то трудно все это. Пока трудно. Это что-то новое, по крайней мере, для меня. Друзья, с новым PayPal сразу же начались у нас проблемы. Это очень важный момент. Прежде чем отправлять помощь, убедитесь, пожалуйста, что правильно указана цель перевода. Обычно там 3 варианта. Вариант оплата счета или услуги, или покупка. В разных странах по-разному может быть написано. Друзья, это недопустимо для нас. Из 10 переводов 6 были оформлены именно как оплата, и PayPal сразу нас заблокировал и потребовал отчет и чеки. Как будто мы занимаемся коммерческой деятельностью. Но ведь это же не так. Сегодня наш новый аккаунт принял первый платеж после блокировки. Я очень вас прошу, друзья, посмотрите или попросите кого-нибудь настроить правильно цель перевода. И еще, друзья, наш PayPal периодически блокирует. То через 2 месяца, то через 2 дня. На всякий случай я вас очень попрошу, не пишите в комментариях к переводу никаких слов. Это можно сделать в комментариях под видео или на мой WhatsApp. Так будет надежнее. Я знаю, что PayPal не любит благотворительность, как они объяснили мне в марте. Поэтому на всякий случай, всякие слова благотворительные не пишите, пожалуйста. Но на всякий случай давайте договоримся, не будем ничего писать. Спасибо вам за понимание. Друзья, наша волонтер Ирина, которая помогала нам со Златой, с ее лечением и пристройством, она предложила свой аккаунт PayPal как запасной вариант, не как основной. Просто чтобы не было подобных критических ситуаций. Если у вас не проходит на основной PayPal d.volodina@mail.ru, то вот второй запасной вариант – это PayPal Ирины. Все, что будет ей переведено, она пришлет на наш счет.
А тем временем в ППЖ небольшие, ласковые, доверчивые, компактные, очень красивые собачки. Как же их жалко. Опять-таки, надеюсь, если только кто-то из вас откликнется и захочет взять себе, тогда мы будем думать, как их вывести, как их спасти и как доставить к вам. Приглядитесь к ним. Ну, очень хорошие собаки. Это бывшие домашние. Приехали, хозяева сдали, уезжают в другой город, аллергия, ну и прочие безосновательные причины. Приглядитесь, одним словом.